следует пребывание на другом уровне. Ни для кого не секрет, что при увольнении из милиции тебя просто так как бы не отпустят. Там есть два варианта. Либо ты жалобно просишь, условно говоря, стоя на коленях, чтобы тебя отпустили, ты там что-то отрабатываешь, какой-то еще срок. Либо ты просто по статье уходишь, разрываешь контракт в одностороннем порядке. Как и получилось в моем случае. Я просто положил удостоверение на стол и жетон и сказал, что я на работу больше не выйду. Я не объяснял, нет. Мои командиры, они поняли все и так. Замначальника был против вот этого моего решения. Я сказал ему, что я не могу выполнять определенные приказы в сложившейся обстановке. Он сказал, хорошо, все, как бы удачи. Хотя я хочу подметить, что Фрунзенское РУВД было одной из самых жестких в плане отношений к задержанным. И вообще, в принципе, я могу подтвердить, что вот внутри даже самого коллектива были очень жесткие настроения в плане протестующих. Сейчас мне легко говорить, да, что сотрудники милиции на тот момент отошли полностью от слова закона. Там очень многие действия были неправомерны. Но в тот момент, когда не было ни интернета, не было никакой точной информации, сам аппарат МВД, он не понимал немножко, что противопоставлять тому, что есть на улице. То есть кого-то нужно задерживать жестко, или кого-то не надо жестко задерживать. Было абсолютно непонятно. Там уже каждый руководствовался какой-то своей моралью, личными взглядами. И очень маленький процент сотрудников руководствовался законом конкретно, то есть беспристрастно. Не было вот четкого команды, там нужно бить. Такого не было. Была конкретная одна команда, это обеспечить как бы правопорядок на улицах города Минска. Как это кто-то трактовал, какие это были уже искажения вот этого вот понятия обеспечить общественный порядок, это уже нужно спрашивать, уточнять конкретных командиров конкретного подразделения, который переступил там черту определенную. Когда начались массовые избиения, конкретно уже, когда началось насилие ради насилия, люди разделились на два лагеря, то есть в самих органах. Кто-то не понимал, что движет вообще, да, а кто-то прекрасно понимал, зачем он это делает, для чего он это делает. И ему нравилось то, что он делает. Идея вот про уволиться появилась еще до всего. Она еще появилась тогда, когда Бабарико поехал сдавать подписи, и его задержали. Уже тогда в голове такие мысли мимолетные появлялись, что это неправильно. А потом ты как бы сам себе говорил, ведь где тот Бабарико, где ты? Ты же его не задерживал, ты там как бы на это не повлиял. И когда ты уже понимаешь, что конкретно вот уже ты стал относиться, что конкретно от твоих действий зависит, там человек сегодня будет на свободе, он не будет на свободе, и за что он будет, вопрос. Тогда идея увольнения, она сразу же воплотилась в жизнь просто. Это было 6 сентября. Сейчас я служу в Збройных силах Украины. 54-я бригада, батальон Донбасс, 46-й бат. Форма это не официальная, я сам как бы покупал себе эту форму. Я покупал ее для повседневной носки, работы, хожу на посты в ней. У меня несколько форм, это просто одна из них. Я принял такое решение покидать страну после того, как один человек из моего окружения, который все еще работал в системе, он мне понятным образом намекнул, что если я не уезжаю сейчас, то, возможно, я уже вообще не уезжаю. Я выбрал Украину, потому что Украина имеет опыт борьбы с режимами, с антинациональными режимами. В Украине есть много людей, у которых можно поучиться полезным вещам для того, чтобы применить их в будущем. И последняя причина, потому что в Украине идет война с тем строем, с тем государством, которое спонсирует режим Лукашенко. На следующий день после приезда я пошел в военкомат. Сказал, я хочу служить в украинской армии. Украинская армия занимается тем, чем должна заниматься армия. То есть это не покраска там заборов, уборка какой-то травы, а они конкретно выполняют свои прямые обязанности. Воюют, отстаивают территориальную целостность страны. Я служу, как и все обычные парни, ребята с Украины. Грубо говоря, такое равнодушие с оттенком позитива. То есть, да, классно, что ты пришел, ты молодец, но отношение как бы такое же равное и комфортно. Я осуждаю тех, кто остался работать после того, что они принимали участие там в превышении должностных своих полномочий. Но тут важно понимать, что у них не было другого выбора. То есть
Сразу же после того, как ты кого-то там избил, кого-то заставил там кричать «Я люблю ОМОН», там, ползая на коленях, он сразу же автоматически подписал себе пожизненный контракт в органах. Любая революция, она в первую очередь в голове происходит. Нужно всем, кто уже понимает, что такое режим Лукашенко, что такое режим Путина, что такое Россия, нужно просто еще раз сесть на диван, все в своей голове перебрать, переобдумать и все точки над «и» расставить. Для чего, что я могу сделать, что я буду делать. Нужно с холодным умом подходить к своему делу и к своим обязанностям как гражданина. И тогда все будет хорошо, мы победим. И готовиться, получать навыки нужные, определенные. Ходи ко мне. Все, не плачь. Не плачь. Не плачь. Младшего сына моего какая-то психологическая травма, наверное, не знаю. Он боится, что я опять исчезну надолго. Мне сейчас даже с квартиры невозможно выйти сразу в слезы, в крики. В садик только со мной ходит. Еще до сбора подписей я расклеивал листовки по Шумилину, знак солидарности с политзаключенными, анархистами Никитой Емельяновым и Иваном Комаром. Такие сроки молодым пацанам дали за ущерб там 25 рублей. Я видел, что происходит, как бы политика интересоваться начала раньше, и, наверное, после протестов 2010 года, когда там тоже разогнали людей и поизбивали кандидатов в президенты, и политзаключенные были. У нас все с каждым годом хуже и хуже, и надо было что-то менять, потому что из этой ямы потом долго будет выбираться, и как-то хотелось развиваться, и не только чтобы я, чтобы вся страна шла вперед. Ходил на Комаровку, помогал там подписи собирать. И еще дома организовал пикет. У нас вообще никто в Шумилино не собирал подписи, кроме как за Лукашенко. И я созвонился, списался с людьми из инициативной группы из Полоцка, Новополоцка. Они собирали подписи и попросил, чтобы они приехали в Шумилино. Они были в шоке, вот эта инициативная группа, люди, что столько много в Шумилино пришли в будний день, и даже был дождь. Они просто мы не верим, что слишком много даже людей пришло. Вы проголосуете, вы виконаєте свое право. Меня просто задержали 9 августа на пути в Минск, километров, наверное, 6 от Шумилина, и посадили на 10 суток в одиночную камеру. Когда я увидел, что людей стреляют, убивают, избивают, меня вызвало только злость и ненависть. Это просто такие эмоции, я даже не могу их сейчас описать. Они применили силу, они начали людей убивать, стрелять. Сафари там устраивали на бусиках, по остановкам шмаляли из бусов, из этих. То есть, а как на это смотреть? Я на нервах написал пост в «Лепет для жизни». Раз так, майор Потоцкий, жди прикорректную иллюстрации, ибо... Хотел написать «Страшный суд», означает для себя конец, но автозамена выдала «Самосуд», означает для себя конец. И вот за «Самосуд» они зацепились, и потом еще за прикорректника сверху оскорбление. Запросили 6 лет колонии, ни одного отягчающего обстоятельства не было, только смягчающее, якобы, что я ранее не судим, у меня 2 малолетних детей. Написал слово последнее на 6 листов. Зачитал, наверное, полстраницы. Там, где упомянул своих детей, и все, у меня слезы потекли, я дальше не смог читать. Все, не плакай, все хорошо. Папа тут, папа дома. Когда я младшего сына завел в садик, меня прямо на крыльце уже взяли сотрудники уголовного розыска Шумилинского РУВД. По этому уголовному делу проходило 3 экспертизы лингвистических. Первых 2 раза нету ни угроз, ни оскорбления, а на 3-й раз нашли. 23 ноября меня забрали уже в СИЗО. Ничего хорошего там не было. Чувствовалось это предвзятое отношение, и попадало мне и дубинкой, и угрозы были, и карцером обещали там сгноить меня в карцере. Первое нарушение получил спустя полчаса, как заехал в камеру. Якобы я курил в неустановленном месте, хотя там все курили. Второе нарушение, меня поставили дежурным по камере. Спустя 2 дня вызвали меня к оперу, к СИЗОшному к этому. Он мне говорит: расписывайся за нарушение, ты не убрал. Начали там что-то давить, пытаться. Я начал им высказывать, что я считаю предвзятым отношением. Они мне поставили к стенке в позу для досмотра и по почкам трошки дали. 29 декабря я уже заехал на химию в Шклов.
Я начинал уже потом как-то протест свой выражать, и ложки, там, ручку от ложки отломал, проглотил, за это шизо получил. Но я понимал, что они так это не оставят. Что у меня там еще, наверное, месяцев 5-6 оставалось, и оттуда я уеду в колонию. Я понимаю, что уже жена не потянет одна и квартиру, и 2 детей, и садик, и все, то есть все на ее плечи ложится. В июле я сбежал с химии. Во время обеденного перерыва я перепрыгнул через забор и побежал в нужную сторону. И бежал. И 31 июля я уже перешел границу. Меня, наверное, так на суде не волновался, потому что у тебя есть люди, которые тебе помогают, и самое страшное было, если ты какой-то провал у тебя будешь, то попадут они. На данный момент находимся в Вильнюсе, в безопасной стране. Уже со своей семьей, и я пытаюсь как-то здесь легализоваться, потому что у меня паспорта нету, ничего нету. Я просто шел как с работы. Я тогда сбежал, так и пришел. Очень хорошо у нас здесь встретила организация «Допомога». Помогает нам здесь Белорусский дом прав человека. Литовцы относятся хорошо к нам, к белорусам, и поддерживают. И какую-то подработку нам дают для того, чтобы у нас было за что жить здесь. Они понимают, наверное, что мы когда-то были одна страна, Великое княжество Литовское. Смотри, живе Беларусь. Пускай не у себя на родине, надо что-то делать для того, чтобы вернуть страну народу, а не диктатуре. И когда люди в Беларуси поймут, что дальше уже некуда, и действительно нужно что-то решать, мы их не оставим в стороне. Мы обязательно поможем. В тюрьме я даже умудрился сделать духовой инструмент, там, в общем, из банок, из-под витаминов вот таких цилиндрических, из шипучих собрал там какое-то количество банок и сделал там флейту. Много лет играю в группе «Яворына». У нас есть музыкальный состав и танцевальный. И мы делаем такие танцевально-музыкальные шоу-программы. Я играю на духовых инструментах, на смычку. Вообще мультиинструменталист по факту. Мы вместе играем старинную музыку, увлекаемся фольклором и давным-давно это делаем. Жизнь повернулась так, что я в свой коллектив набирала барабанщиков, но никто мне не нравился, но я решила сама играть. 9 числа я был под Стеллой и видел все это безобразие, которое там произошло. 10 числа то, что было, и 11 на Пушкинской, я там рядом живу, недалеко. Там эта война, которая была, я прям, она была слышна и видна там отовсюду. То есть... поскольку такой подъем был, надо как-то поддержать людей. А у нас громкие уличные музыкальные инструменты, это прямо наш хлеб. Мы любим громко шуметь на улице. Это как плакат, как транспарант, только звуковой. И кому не интересно фольклор, там средневековая музыка, хотя мы всю дорогу играли, только пару раз сыграли там перемен. Естественно, это всем больше всех интересовало и попало на камеры. За что меня и судили, собственно. Взяли под стражу в качестве уже обвиняемого по уголовному делу 17 августа следующего года. То есть, ровно год прошел. В моем деле вещественным доказательством там служит такая же волынка, но другого мастера, Хесус Репресос его зовут, Иисус, вообще такой человек. Но она конфискована как вещественное доказательство, и, видимо, я ее больше никогда не получу. Я прекрасно поняла, что я следующая, кто должна быть вместе с ними, и что за мной незамедлительно придут. Тем более, что мне буквально в первый час про эту ситуацию, когда узнали через СМИ, позвонили, сказали: Маргарита, срочно убегай. Никто не чувствует себя в безопасности в Беларуси, мне кажется, после да и до выборов мы же видели, как это все происходит. Тебя могут взять милиционеры, и тебе просто придумают статью, и ты поедешь в тюрьму. И это в порядке вещей. Это ужасно. У меня в голове до сих пор не укладывается, как можно музыкантов судить и вообще даже предъявлять объявления за
такие действия. То есть это не терроризм, это не убийство, то есть это музыка, это игра. У нас же нет запрещенной музыки. У них формулировка была в том, что мы перекрывали дорогу и препятствовали движению транспорта, нарушая тем самым общественный порядок. Вот как раз статья 342. Все советуют друг другу настраиваться как бы на худшее, но если будет что-то лучше, то хорошо. Немножко я обрадовался, что я не поеду в лагерь, и что я представлял, что у меня есть некоторый зазор перед тем, как меня отправят именно на химию, что у меня вот несколько есть дней, там, неделя или что-то вроде. И я буду ходить спокойно в городе. И в этот момент я уже думал, что надо бы как-то оттуда текать. Это был сумасшедший стресс. Во-первых, я даже не могла себе представить, что такое может быть, что я должна, буду вымушена с одним паспортом в шортах, в штанах убегать, переплывать через реку по полям, по лесам, оставив все. То есть для меня был это сумасшедший стресс. Моя работа — играть музыку. В тюрьме ты не можешь играть музыку. Я, собрал рюкзачок, там минимально вещей, вообще практически без вещей. Я только взял с собой инструмент, буквально там, документы и все там, и уехал. Прям вышел из дома и ушел, как бы. Легких путей не бывает. В любом случае, находясь здесь, я могу сделать больше, чем сидя в камере и подвергать стрессу своих близких, родных. Тем не менее, я здесь могу продолжать заниматься тем, чем занималась, и продвигать свою культуру. В любом случае, я буду это делать. Ощущаю как раз это наличие свободы, что я могу ходить там куда угодно, делать, что хочу. Другой момент, что ты оторван полностью от своей жизни старой. То есть у тебя ничего нету, ты тут никто, никому не нужен, у тебя нет работы, все друзья, знакомые, родные остались там. И это как бы тяготит сильно, конечно. Но свобода, она дороже, честно говоря. Чым можа ганарыцца беларус у свеце? Ці сумуюць людзі па Беларусі пасля пераезду? Пры якіх умовах вернуцца на радзіму? Адкажуць ужо зараз. Мой дом там, где близкие. Мой дом Беларусь. В основном там, где я сейчас нахожусь. Там, где я, там мой дом. И я не сказал бы, что это стереотипы. Как бы литовцы к нам относятся так же, как и к своим гражданам. Я не сотыкался со стереотипами тут пока что. Бульба, драники, хорошо умеешь готовить, что-то из картошки. Не хватает того, что я бросил в Беларуси, то, что у меня там было уже все налажено и нормальная жизнь. А теперь все надо делать заново. Родимы. Друзей. Чисто, красиво, хорошие люди. Воля, свобода. Свобода. Мне не нравится, что я тут ничего не знаю, и мне тут ничего нет. Безразличие некоторых людей. То, что нет родных здесь, и как таковой родины здесь я не чувствую. Свободу дал мне переезд. Силу воли. Наверное, понимание, как можно жить, если страной управляет народ, а не диктатура. Когда не будет риска того, что я буду сидеть в тюрьме. Чтобы бороться. Когда действительно народ восстанет и поймет, что свободу нужно не просто требовать, а ее нужно завоевывать. Тогда я вернусь в Беларусь и помогу белорусскому народу завоевать свободу и волю. Терпение, только не в обычном понимании, а и сил. Быть сильными. Они там все знают. Они там на месте, они прям... У них, как сказать, не более осведомлены, чем мы здесь, реальной ситуацией, реальной картиной. Им там лучше видно, что им надо делать. Подумать о будущем и понимать, что ты сейчас строишь будущее не только себе, но и своим детям, своим внукам. Если ты страну оставишь такая, какая она есть, а те дети будут, как ты им будешь смотреть в глаза, я не знаю.